В общественный канал ГРТ обратился житель муниципия Камрад. Он рассказал о горе, которое постигло его семью прошедшей ночью. Во время родов жены медики сообщили родным, что тело малыша безжизненно. В 2 часа на пульт скорой помощи поступил звонок от жительницы Камрата, у которой начались предродовые схватки. Как сообщил по телефону заместитель директора станции скорой помощи Гагаузии Виталий Драгой, были соблюдены все стандарты по оказанию помощи, и роженица была доставлена в родильное отделение Камрадской районной больницы. Беременность протекала нормально, никаких последствий, никаких предпосылок не было. Начались первые схватки, вызвали как положено скорую, нас пока привезли, пока вот это все длилось. 4 часа на УЗИ уже было понятно, что наш ребенок мертв. На вскрытии нам сказали, что во время операции они не смогли спасти ребенка. Так сказал доктор после того, когда прооперировали мою жену. Пока эта вся суматоха длилась на протяжении 3,5 часов, дело дошло до того, когда мою жену взяли, положили на операционный стол. Получилось так, что мой ребенок уже был мертвым. Причина смерти, говорят, что он задохнулся. В действительности, что произошло на самом деле, мы не знаем, потому что у нас есть постановление с прокуратуры. Вот сотрудник полиции здесь есть с документом от прокурора Гагаузии. На то, чтобы мы взяли труп моего ребенка, отвезли в Чемишлию, сделали независимую экспертизу. Нам в этом препятствуют сотрудники данного учреждения, мотивируя тем, что это не является таким документом, который имеет полномочия на вручение, чтобы они выдали нам на основании этой бумаги. Мать роженицы в слезах рассказывает о событиях трагической ночи. Она беременная была, последние 2 недели еще оставалась. Позавчера немножко плохо себя чувствовала. Врач сказал, говорит, нормально, у вас начинаются эти самые процессы. Сегодня ночью, в 2 часа ночи вызвали скорую. Главный врач районной больницы прокомментировала данный случай. Действительно, родители имеют право на проведение независимой экспертизы в любом другом районе. Поэтому, учитывая, что у нас как бы факт вскрытия, процедуру вскрытия уже произвели, родители должны написать заявление на имя руководителя, то есть это мое имя, приложить туда копию постановления прокурора. И, конечно, мы выдадим тело ребенка без никаких вопросов. Врач, принимающий роды, отметил, что медики сделали все возможное, чтобы спасти жизнь матери. Как отметил выполняющий обязанности заместителя главного врача Федор Барган, администрация медицинского учреждения проведет внутреннее расследование, чтобы установить причину случившегося. Был осмотрен гинеколог. Гинеколог созвонился со мной ночью, что нужно делать срочно УЗИ плода. Мы организовали это исследование. В 4 часа ночи было проведено исследование в поликлинике. И после этого, по результатам уже УЗИ исследований, ее взяли на кесарево сечение для лечения. Ну, здесь, я не знаю, медики или сама женщина виновата. Это будем еще разбираться. Мы на сегодняшний день мы не можем вам ответить четко, кто виноват в этом. Медицинская служба или пациент. Будем еще разбираться. Состояние ее сейчас, как после операции, средней тяжести. Сейчас находится в реанимации. Через определенное время перейдем уже в соответствующее отделение, где в дальнейшем она будет восстанавливать свое здоровье. Ну, сейчас мы сделаем исследование, патологоанатомическое исследование, и будет установлена причина смерти плода. Исследуем, что произошло. Тело ребенка, патологоанатомическое исследование делаем, гистологическое будет исследование дополнительно, более доскональное исследование. И после этого будет принято решение, и соответствующий будет разбор с этого случая на районном уровне, вместе с семейной службой, вместе с поликлинической службой, чтобы, если виноваты медицинская служба, чтобы впредь это не повторялось. Под завершение съемок стало известно, что родителям разрешили взять тело ребенка и провести независимую экспертизу. Сейчас пациентка находится в реанимации.